ребята! Я рада приветствовать вас на уроке математики. Повернитесь, ребята, друг к другу, улыбнитесь, пожелайте друг другу удачи. А теперь повернитесь ко мне. Давайте, ребята, будем с вами работать на уроке активно. Покажем все свои знания и умения. Покажем, какие мы с вами молодцы. Договорились? Да. Садимся. Давайте, ребята, проверим готовность к уроку. На уроке математики нам понадобится что? Учебник. У всех есть на парте? Да. Учебник на парте. Тетрадь. Да. Линейка. Да. Карандаши. Да. И сегодня нам с вами на уроке математики понадобится еще одна принадлежность. А какая, мы с вами позже узнаем. Все готовы к уроку? Да. Да, готовы. Сегодня у нас с вами 21 ноября. Откройте, пожалуйста, свои тетрадочки. Запишите число. Записали, ребята, число? Да. Классная работа. Да. У нас сейчас с вами будет минутка чистописания. Мы пропишем с вами цифру 1. Пишем правильно, красиво, аккуратно. Цифра 1 пишется с середины клеточки. Маленькая палочка наклонная в уголок, большая наклонная палочка вниз. Прописываем. Ребята, давайте с вами вспомним, какие плоские геометрические фигуры мы с вами знаем. Селим. Квадрат. Хорошо, молодец. Билал. Треугольник. Треугольник. Алихан. Круг. Круг. Многоугольник. Многоугольник. Жангир. Куб – это плоская геометрическая фигура или пространственная? Пространственная. Овал. Овал. Хорошо, молодец. Садись. И Ярослав. Прямоугольник. Прямоугольник. Отлично. Садись. Ребята, скажите, а какие предметы похожи на круг? Какие предметы похожи на круг? Мяч. Мяч. Отлично. Мяч. Еще называем быстренько. Магнит. Ярослав. Ярослав. Громко говори. Арбуз. Еще какие вы знаете предметы похожи на круг? Часы. Часы, да, вот у нас циферблат часов, круглые часы. Еще Шар. Шар. Еще. Тарелка. Тарелка, вот у меня есть тарелка. Кубок. Так, еще. Кубок. Валерия. Медаль. Медаль, да, похоже еще, Валерия. Цветок. Цветок. Вот смотрите, у нас здесь есть с вами два цветка, да? Ромашка, у нее сердцевина похожа, да, на круг. И у подсолнуха тоже похожа на круг. Хорошо, молодцы. Сегодня на уроке, ребята, мы с вами вспомнили все геометрические фигуры. Вы, наверное, уже догадались, что сегодня главная наша геометрическая фигура – это круг. Правильно, молодцы. Но сегодня мы с вами познакомимся еще с одним понятием плоской геометрической фигуры – это окружность. И с помощью циркуля мы с вами научимся ее чертить. Что такое окружность? Окружность – это границы круга. Видите, это границы круга. Круг – это плоская геометрическая фигура, ограниченная линией, все точки которой находятся на одинаковом расстоянии от центра. Точка О – это центр окружности. Центр круга или центр окружности. И еще мы сегодня с вами познакомимся с новыми понятиями, как радиус и диаметр.
Радиус – это отрезок, соединяющий центр окружности с любой точкой круга. Радиус от центра круга соединился с любой точкой окружности. Называется радиус. Повторите, ребята. Радиус. И диаметр – это отрезок, проходящий через центр окружности, соединяющий любые точки окружности или круга. Это, ребята, у нас диаметр. Повторите. Диаметр. Диаметр соединяет любые точки окружности, проходящие через центр круга. Понятно? Да. Посмотрите теперь внимательно на радиус и на диаметр. Что вы можете сказать? Что радиус в 2 раза меньше, чем диаметр. Или наоборот, да, диаметр в 2 раза больше, чем радиус. Понятно вам, ребята? Да. Хорошо. Сегодня мы с вами будем чертить окружность с помощью циркуля и линейки. Чтобы начертить правильно его, мы один конец циркуля с иглой устанавливаем на отметку 0 на линейке. Слушаем внимательно. А другую сторону циркуля с грифелем устанавливаем на любой отметке, то есть той, которая нам нужна. Может быть, наш радиус будет равен 2 сантиметрам, 3 сантиметрам, 4 и так далее. Я, к примеру, беру 5 сантиметров, устанавливаю иглу на отметке 0 и второй конец с грифелем устанавливаю на отметке 5. Видно, да, всем? Вот окружность с таким радиусом я начерчу на бумаге. Я вам покажу сейчас на доске. Значит, теперь что я делаю на бумаге? Я иглу устанавливаю, закрепляю, можно сказать, ее, чтобы она у нас не двигала. И держу циркуль за кончик. И легким движением кручу его вокруг иглы. Вот такой получился у нас круг, то есть окружность с центром, которую можно обозначить точкой О или точка А, как вам удобно, любой буквой латинского алфавита. Понятно, ребята? Значит, радиус данной окружности у нас чему равен? Сколько разов? Радиус данной окружности равен 5 сантиметров. Молодцы. Ребята, у вас на партах лежат вот такие листочки у всех. Сейчас вы выполните на них задание. Значит, задание номер 1. У вас здесь нарисованы окружности, и под ними есть вопросы. Вы прочитаете вопросы и закрасите соответствующим цветом ответы. Понятно задание номер 1? Задание номер 2. Прочитайте задание. Что нужно сделать? Читай громко, Селин. Значит, и радиус окружности синим карандашом, а диаметр окружности красным карандашом. Напиши это так. Значит, для работы вам понадобится линейка, синий карандаш и красный карандаш. Радиус окружности вы начертите с помощью линейки синим карандашом, а диаметр окружности с помощью линейки начертите красным карандашом. Измерите длину диаметра, запишите. Измерьте длину радиуса, запишите. Задание понятно, ребята? Выполняем.
Ребята, скажите, пожалуйста, сегодня какая цель была на нашем уроке? Научиться чертить окружность. С помощью каких принадлежностей мы с вами чертили окружность? Циркуль и линейка. Что мы делали циркулем? Чертили окружность, правильно? А линейкой что мы делали? Измеряли диаметр и радиус, правильно? Так, хорошо. Как вы думаете, мы с вами достигли этой цели? Да, достигли. Пожалуйста, сегодня оцените свою работу с помощью 10-бальной мишени. Если вам на уроке было все понятно и вы со всеми заданиями справились, то вы можете оценить свою работу в 9 или 10 баллов. Если вам понятно, но не все задания сделали, или вам что-то еще непонятно, то вы оцените свою работу 7-8 баллов. И если вам совсем ничего не понятно, или хотя бы хоть немножечко вы что-то смогли сделать, оцените свою работу 5 или 6 баллов. Ребята, на столе у меня лежат вот такие кружочки. Оценивая свою работу за сегодняшний урок, вы ее прикрепите на мишень соответствующему баллу, на который вы сегодня себя оцениваете. Пожалуйста, Селим. Я оцениваю свою работу в 9 баллов. Почему? Потому что я усвоил хорошо урок, мне было все понятно. А с чем ты не справился? Почему не оценил свою работу в 10 баллов? Потому что я немного был затруднен в последнем задании на листочке. Когда нужно было начертить радиус или окружность. Согласна. Хорошо. Я свою работу оцениваю 8 баллов. Мне было все понятно, но я не совсем заданием справился. Я оцениваю свою работу на 7 баллов. Я на уроке узнала, что такое окружность, что такое диаметр, что такое радиус. Мне было сложно циркулем начертить окружность. Ребята, вы молодцы, на уроке поработали отлично, активно. Кто у нас с заданиями справился и все знает, нужно будет только еще вам повторить, что такое окружность, радиус и диаметр, да? А те ребята, которым еще трудновато, кто еще затрудняется, нужно будет поработать. Мы это с вами сделаем на следующем уроке. Наш урок закончен. Всем спасибо.